группа ансамбля «Шелом Шерез» Выльгард. Владимир Тимин и музыка Михаила Аверина. И кто там Мича, кого воспевали? Выльгард. Красивый Выльгард. Я не поняла даже сам. Красивый Выльгард. Только Мича, потому что у меня была бабушка, а она Мича. И то хорошо. В чем волшебство поэзии? Возможно, в обнажении чувств, способности затронуть сердце струны. Ведь могут же слова, слетающие с уст, счастливым сделать день угрюмый. А может, это просто наваждение? И все ж, покуда существует свет, за строчкой строчку, словно ожерелье, нанизывает медленно слова поэт. Добрый день, уважаемые гости, любители поэзии. Наступил прекрасный месяц март. И не зря для празднования этого замечательного романтического праздника День поэзии, который будет отмечаться завтра, 21 марта, выбран именно март. Ведь март олицетворяет начало весны, возрождение и пробуждение природы. Всемирный день поэзии был учрежден делегатами 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году, а первый Всемирный день поэзии прошел в Париже 21 марта 2000 года. С тех пор стало доброй традицией отмечать этот прекрасный праздник. Мне кажется, что писать стихи – это все равно, что уметь летать, как птица. Этому нельзя научиться, а вот понимать поэзию может научиться каждый. Наша сегодняшняя встреча посвящена поэзии. Настоящей хозяйкой нашей встречи будет поэзия, а главными гостями будут стихи. Поэзия – это часть нашей жизни. Для кого-то большая, для кого-то незаметная, но, безусловно, для всех важная. Но есть люди, для которых поэзия, творчество – это жизнь. Наша сегодняшняя гостья – человек, которого хорошо знает в Сыктывдинском районе и чье имя связано с комиком-композитором, заслуженным деятелем культуры СССР Прометеем Ионовичем Чисталевым, уроженцем поселка Нювчим. Это наша главная гостья сегодня Прасковья Ивановна Чисталева. Моя, они для жизни вдохновение и лучшие мои друзья, пишет Прасковья Ивановна. Прасковья Ивановна, вы пишете стихи, да? И говорите, что в вас звучит симфония, творчество, да? Сердце утешение, радость, праздник жизни, украшение. А когда вы начали писать стихи, да? И откуда берется вот это удивительный дар заставлять слова звучать, например, по-новому? Даже на первый вопрос я не могу ответить точно, потому что вот разве 5 класс вспомнить, когда была первая любовь. С 4 класса влюбился мальчишка, который сидел сзади. И, в общем, с 4 класса и до конца жизни он любил меня.
Он так это трогательно относился ко мне, что у меня возникло ответное. Какое чувство? Я написала, помню, стихотворение. Какое? Не помню. Я вышла на берег Волги, мы жили в Ставрополе на Волге, и порвала на мелкие кусочки и бросила на ветер. Он не знал об этом стихотворении ничего. Вот как могу ответить. А дальше еще один ответ есть. Я вела дневники, всю жизнь вела. У меня была какая-то потребность писать. Столько времени тратить на это, думаю, зачем? Потому что не все людям можно сказать, а дневнику все можно сказать. И вот эта потребность в общении, она как-то им руку набила, что называется. Но вот потом, что я стала литератором и учила писать, как надо писать, а потом это и в стихи. Все с дневников. И в дневниках иногда получались стихи неожиданно. Я думаю, о, стихотворение получилось. А потом в жизни, значит, появляться стали ответы в форме стиха. Например, это было, значит, в 40 лет. Вот меня спрашивают, когда. А я разве могу вспомнить, когда я первый, что? Вот только 5 класс, потом, когда как-то, вот я читаю уже, простой житейский разговор. Как там на улице, очень ли холодно? 10, 11 выше нуля, о, можно в туфлях. И в 40 мы молоды, чувствуя, как задышала земля. Это я просто ответила. Сразу ответила. Стихотворение родилось неожиданно совершенно, и такая, не для, тема такая не поэтическая, а вот родилось. Дальше как-то потом меня спрашивают, расскажите про войну. Как вы воевали? Я говорю, о, война. Это слово произносить даже тяжело. Война – это целая эпоха. Совсем другая жизнь. В сердцах людей да не заглохнут поля войны и рубежи. Это я сразу сказала, ответила, что такое война. И потом только первую строчку поправила. Вместо «война» – это целая эпоха. Я написала 4 года, а эпоха. И все. Остальное такое. И теперь у меня это в поэтической книжечке, Костя, я сейчас беру серебряную сумку, откуда буду доставать книжки. И вы... Это стихотворение о 4 годах военных, как об эпохе, и помещено так. Это клавиша. Вильгард. Библиотека Вильгард. Библиотека. Это не трогать. Это библиотека. Я отдельно буду потом. Там комментарии будут. Может быть, и при всех интересные комментарии, это может быть и все. А это для остальных. И вот первую книжечку. Ой, это не та книжка. Ночью делали вот эти книжки. Потому что не успеваем, так быстро они расходятся, никак не получается, чтобы успевать. Я недавно только... Мы где были? Костя, мы где были? В этом, у Католикова были где-то. Величкова была, моя ученица вышла. Она там 15 лет работала у Католикова. 33. Я только знаю, что ты старшим воспитателем 15 лет и хотела добавить это. А всего 33, этого я не знала, Лилия. О, какая молодец. У Католикова все равно, что Макаренко работать. Это я считаю, второй Макаренко у нас. И вот эта книжечка о войне. Мы, девчата, а мы добровольцами уходили. У нас много подруг было. Потом не вспоминали. Слово «война» все, сразу меня отталкивает, сразу, вот все равно, что сейчас на Украине там война идет, и когда начинают по радио передавать подробности, я выключаю. Потому что война – это страшно. Я не знаю, что... Ну, есть еще страшнее войны, еще бывает, конечно, но это одно из самых страшнейших слов в языке. И у меня стихов немного поэтому. Я это слово боюсь произносить и писать. И потому, смотрите, как коротко. 4 года, а эпоха. И слова «война» нет. Меня спросили, я говорю, война, о, это такое слово. Но я его не включила в первую строчку. Обошлась без него. 4 года, а эпоха. Совсем другая жизнь. Нет слова «война».
И потому стихов о войне у меня очень немного. Почти все юбилеи отмечены. И вот, мне кажется, даже можно его и прочитать мне. Они у меня, эти группы стихов, так, из прежней библиотеки, конечно, никого нет. Товарищи библиотекари, директоры библиотекари, у вас нет моей книжки «Стихи для себя», зеленая обложка? Нет? Я оставляла в прошлый визит. Меня приглашали в эту библиотеку, но были другие люди. Это? Это я уже... Нет, не это. Толстая, зеленая. Ленечка, сыночка, мне в Москве издавал. Я только еще начала. У меня было только 5 сборников. Теперь у меня их 13. А тогда было 5. И сын заметил, что меня просят, а у меня их нет. Я не успеваю. И до сих пор я не успеваю. Все до сих пор быстро расходится, все очень не успеваю делать. Так. Извините меня, когда я буду немножко что-то забывать, то слово, то что-то. Вот что. В той зеленой книжечке военные стихи почти все, потому что написала стихотворение 2 следующих юбилея или 3. Они все короткие, там 2 только по страничке, а остальные по 4-5 строк. И там был раздел «Великая Отечественная война». А потом мне все говорят, сделайте отдельный сборник. Ну что, из-за войны ты будешь сейчас все эти сборники дарить. Такой толстый сборник, он дорогой тебе обходится. Они кончились. Сын мне 500 штук сделал, они у меня скоро кончились. А про войну, как День Победы, так опять надо. И я мы догадались, сделали вот отдельно о войне. С подружкой я ей попросила, подумай, у меня не хватает ни времени, ни сил, ни мозгов, чтобы все мое творчество привести в порядок, чтобы всех сборников было достаточное количество. То одних нет, то других нет, ничего не успеваю. Общалась с Нюхчемом. Я объясняла, почему в Нюхчеме музей открыли, потому что до последнего, Эмма Алексеевна, в Нюхчемцы не знали, за что Прометею этот музей открыли. Звоню бывшей первой директрисе, она у меня там надзор осуществляет, я ей плачу за это. Звоню ей, попадаю к какому-то мужчине, мне тот номер набрала. Он говорит, вам кого? Я говорю, Лилию Петровну. Какую? Кто? Я говорю, я в Нюхчеме, вы в Нюхчеме? В Нюхчемске? Да. Я говорю, директор, первый директор музея Нюхчемского, знаете? Он говорит, за что это Прометей музей-то? Такой же пьяница, как все. Это недавно. И я ему не успела по радио, по телефону сразу сказать, что он перестал быть пьяницей сразу, как я приехала, в тот же день, как я приехала. Его армейская невеста. Мы с ним вместе в последнее время в армии служили, демобилизовали. Нет, он остался как офицер, он был лейтенант, а я отказывалась 3 раза от офицерского звания, чтобы, как война кончится, сразу в институт идти. Я очень хотела высшее образование получать. После 10 класса добровольцем пошла. Опять забыла, откуда пошла. Как-то связано со звонком. Шла добровольцем на войну. Штук здесь из зеленого сборника, изданного Ленечкой в Москве, и который скоро кончился, я сделала вот это маленький, и который не успеваю теперь делать. По 100, по 200 экземпляров заказываю. И вот куда пригласят, хочется, всех просят, всем хочется дать. Если есть, даю. Сегодня ночью вот 10 штук сделали, и еще тут для библиотеки заранее приготовила. Что помню. Шла добровольцем на войну. Чтобы мама меньше убивалась, повестки долго добивалась. Прочитайте. Поедем. Доченька, ну хоть путевку, повестку принесут, деваться некуда.
Добровольно хоть не ходи. Ладно, мам, ладно. И ходила, и в горком комсомола, и куда я только в военкомат, куда только не ходила. Чтобы мне повестку непременно принесли, чтобы мама думала, что я по повестке пошла. И вот теперь продолжаю. Шла добровольцем на войну, чтобы мама меньше убивалась, повестки долго отбивалась. Я почему-то улыбалась, правильно, рифма подсказывает. Я почему-то улыбалась, когда все плакали. Одну в толпе, рыданиями гудящей, лишь маму различала я. Буксир свистел, отчаливал. Мой первый в жизни разводящий. Видели буксир, такой маленький пароходик? Был у вас? У вас река-то есть? И у нас. 19 девчонок увозил вот этот буксир. Это первое стихотворение. Дальше я как и сделала поэмочку, тут соединительные. Да, вот дальше 4 года эпоха. Понимаете, вот пошла на войну, ничего, какая она, ничего. То, что сказала, все сказала. 4 года эпоха. И вот 4 года я таким образом там жила. Это особая жизнь. Это не та жизнь, которой обычно живешь. Это уже другая жизнь. И ни в какой другой стране такой жизни нет. Это не жизнь, это что-то другое вообще, но все-таки жизнь. Я говорю, когда меня кладут в больницу, это значит, я ушла из жизни. А уж на войну-то пошла. Тут можно было и калекой остаться, и все что угодно. И погибнуть. А в больнице лежишь, наоборот, ждешь выздоровления. Однако от жизни отключаешься. А там от обычной жизни настолько отключаешься, что человек теряет руку, у него руку оторвало, а он берет ружье в другой руке и продолжает одной рукой стрелять. Он не понимает, что он теперь без руки уже. Он продолжает, потому что мы воюем, мы вот как живем, вот какая жизнь там. И вот, значит, дальше, и дальше конец войне. Смотрите, война у меня уже кончилась в сборнике. Конец войне. Ничего про войну больше. Что только нельзя вот эту жизнь забыть. В сердцах людей да не заглохнут поля войны и рубежи. А какая жизнь? Об этом столько написано. Не мне, женщине, это описывать. Мужчина это любит и пусть описывает подробности этих 4 страшных лет этой эпохи. И вот к войне конец. Живые дома. Понимаете, само слово «живые» звучит. И сразу каждый понимает, а сколько погибло, сколько миллионов погибло. А я говорю только о живых. Войне конец. Живые дома, среди родных, друзей, знакомых. Вот это жизнь. Мы вернулись в жизнь. А мама мне, сознайся, дочка, повестку-то сама? Так точно. Отвечаю я ей. Вот, а это вот что? Это пилотка. Потому что к пустой голове рук прикладывать нельзя. Когда говорят, так точно отвечать, то должен быть головной убор. А если нет головного убора, то уже нельзя так делать. А я захотела так. Вот и все, как будто бы все. И дальше война кончилась. Чего еще? О чем еще писать? А теперь начались воспоминания какие-то. И эти, как их, юбилеи. Но не сразу. Вот тут на первой странице мой портрет, какая я пошла, маленький портрет. Именно в те дни, когда я пошла, я там и сфотографировалась, на память, какая я пошла воевать. Вот этот снимочек короткий, у кого будет. А это молодой человек, с которым мы дружили в 10 классе, крупный портрет, красивый парень, все увидите, какой он красивый. Девчонки все говорили, ну, Панка, ну что это за красавица у тебя будет? Глаза одни, озера коричневые такие, большущие, красивые глаза. Он погиб в первые же месяцы войны. Их взяли сразу, и он уже погиб. И после этого я ходила, искала повестки, чтобы мне дали повестку, что я хочу на фронт. Когда я вернулась, мать его меня встретила. Мать его мечтала, чтобы мы поженились и стали женихом и невестой. И о том, как она меня встречала, это тоже стихотворение без слез читать трудно. Я его не буду читать. Вспомним о них. Не забыть, не поправить. Друг мой погиб.
А в победном году мать его в горе безумная. Говорили, что она сходит с ума. Но это не так. Она его видела, потому что вот кто мое творчество, у меня тут в 13-м сборнике три поэмы любви, 2 из них о телепатии. Он приходил к ней оттуда. Об этом Дмитрий Сергеевич Лихачев, наш известный академик ленинградский, который в тюрьме сидел, и которого рядом с Солженицыным называют совестью нашей нации. Вот, Дмитрий Сергеевич сказал, тот свет и этот свет всегда общались, только об этом не все смели говорить, некоторые принимали их за ненормальных. Мать моего Бориса очень любила и меня, потому что она безумно любила своего сына, и я ей понравилась. Вот такую ей невестку надо. И теперь я возвращаюсь через 4 года, после как его нет уже. А она под названием «Ненормальной», вполне нормальная женщина, я ее понимала, встречала меня. Вспомним о них, не забыть, не поправить, друг мой погиб. А в победном году мать его в горе безумной, я ведь вот возвратилась, у всех на виду трогала бедные девичьи плечи, руки и щеки, что сын целовал. Она меня все общупала, что сын целовал. Свет его жизни, застывший навечно. Она искала его следы на мне, что-то осталось вроде как, больше уже ничего в земле не достанешь, не погладишь. А тут вернулась половинка его, и можно погладить. След его жизни, застывший навечно. Мне говорили, кто нас узнавал, как она Богу молилась, просила, чтобы хоть обрубком вернул он ей сына. Знаете, что такое обрубком? Без рук и без ног. Такие были обрубки. Возвращались с фронта. На Соловецких островах они жили. Я там была и видела. Это страшно. Куда страшно? Я знаю, что люди, многие из них хотели бы покончить с собой, но не могут. У них ни рук, ни ног нет, они не могут. И вот мать просит Бога, молится, чтобы хоть обрубком он вернул ей сына. А с похоронкой нет Бога, спросила. И словно эхо звучало в ответ: нет Бога, нет Бога, нет Бога, нет. Она ходила и кричала: что тут ненормального? А ее считали ненормальной. Я с ней разговаривала, а вполне нормальная была. Вот так горе переживала, что ее посчитали за ненормальную. Да, я не закончила. Там постскриптум дальше. Мать отреклась от Бога, потому что он не выполнил ее просьбу вернуть сына обрубком. Дальше я пишу от себя постскриптум. О, эгоизм наш материнский. Красавец парень и без ног, без рук, как жить ему? Не сфинкс он. Ну, сфинкс – это каменная фигура человека в Ленинграде, не животного, и зверя. Не сфинкс он. Как жить ему? Не сфинкс он. Такого Бог стерпеть не смог. А мать роптала, голосила. Безумно мать любила сына. Понять, как мы, была не в силах. А мы поймем ее, простим ей. А то ей не прощают, что она от Бога отреклась. Вот такое вот длинное. Это, и еще будет одно к 60-летию, если вспомню. Я длинных стихотворений почти не пишу. У меня все миниатюрки, кругом коротенькие стихи.
Очень редко длинные, очень редко. Просто несколько штук сосчитать можно. Сколько ты... Ну уж если поэма, это другое дело. Поэма на сюжет, на всю книжку может быть. У меня есть вот 10-й сборник. Я библиотеке подарю все сборники, какие у меня сейчас есть. 13 у меня нет. Я не могу 13. Все 13. Но, к счастью, 13-й, вот 3 поэмы о любви есть. И я все сборники богато иллюстрирую. Я так начинала делать для родственников, для близких. Думаю, может, они читать стихи не будут. Скажут, ну вот Панка прислала, очень, очень надо. А карточки-то посмотрят, а там под карточкой, глядишь, немножечко коротенькие стихи и прочтут. Вот так начинала. И так у меня и осталось, или поэма уже, у меня 5 поэм написано. Одна из них мистическая, о телепатических встречах с тем светом. Вот то, что Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал, это всегда было, только об этом боялись говорить. Если кто-то из присутствующих обладает способностью к телепатии, я прошу потом подойти. Это очень редкое явление. Я всю жизнь ищу телепатов, и один из них подошел ко мне, вот я как обращусь, один подошел. Я говорю, ну и как у вас это проявляется? Он говорит, вот я ходил на кладбище и искал могилу папы. Я ему и говорю, это не телепатия. Телепатии вы бы не стали искать, вы бы сразу пришли к могиле. А ты все знаешь, там все знаешь. У меня об этой телепатии столько написано. И вот недавно, совсем недавно написала опять, потому что в одном новом стихотворении опять у меня мысль о телепатии. И думаю, надо людям объяснять, что это такое. Телепатия – это особая реальность. Вот только написала, забыла уже, не успела запомнить. Особая такая форма, особая реальность. В общем, там читать мысли и чувства, и что-то еще, что-то штрих, что-то, рифма потом будет. Неохватная дальность. Нам близка неохватная дальность. Недоступная, в общем, для остальных. Недоступная для остальных. Вот что такое, это чтобы... Я все пытаюсь объяснить, что такое телепатия. Но когда вы прочтете 3 поэмы о любви, и 2 из них о телепатии, телепатические, там события происходят, но они не в этом мире происходят, а частично в этом, частично там, вот в телепатическом, то, что видишь, и другие, там недоступно для взоров других, для взоров. В общем, она еще недоделанная даже. А там хватает достаточно такого. Я думала, вспомню новое, это забыла уже. Написала. Прасковья Ивановна, вам хотят прочитать ваши же стихи, вам хотят прочитать Екатерина Косенчук. Там коротенькие. И вот сейчас 70-летие идет, а у меня почему-то не рождаются стихотворения. К каждому юбилею, к 50-летию, я все не буду, конечно. А вот про мать мне хотелось прочитать. А теперь только сказать хочу. Значит, о 50-летии написано, о 60-летии вот самое интересное, как отмечают в Москве на Поклонной горе День Победы. Вы знаете, это увидеть надо. Это надо увидеть. Я не знаю, что будут читать, а вот это надо вам увидеть. Это я хочу все-таки прочесть вам. Потому что я там была с сыном в Москве, сидела, что-то своими словами скажу, а где своими так не скажешь, стихи ведь они выше обычных слов. И вот мы с сыном сидим в Москве на Поклонной горе, и даже когда из дома выходили, я уже, наверное, сказала, кому-то сказала уже, выходили из дома, а меня уже поздравляют. В Москве никто меня не знает, а поздравляют. Потому что медали звенят. Медали звенят. И орден молчит. Он не звенит, молчит. Он привинчен удобно. Вот наоборот. Орден справа, а это слева, я уже забыла. А народ-то меня, говорю, в контексте воспринимает. Извините, можно, да, придет женщина? Не слышите.
Река была, народная река, и дети были, это своими словами тогда, у меня там стихами написано. Смешать не сумела плохая погода ни юношеству, ни семьей детворе. Вот были малюсенькие, на руках были. И эта людская река текла. Человек 20, вот так асфальт. Тут на скамейках мы сидим, ветераны, и там на скамейках сидят ветераны в наградах. А река течет и течет и течет, и весь день текла. Сколько там миллионов народа прошло, понятия не имею. А смеркалось, зажглись на горе все фонтаны. И струи воды полыхают огнем. Вот ощущение, что горит все, потому что внутри свет зажгли, и фонтаны-то ведь высоко бьют. И эти огни все наверх. Ощущение, что гора зажглась. Вот сумела ли я передать? Зажглись все фонтаны, и струи воды полыхают огнем. Пожары войны вспоминаются, раны, но мы победили и мирно живем. Смеркалось. Нет. Фейерверка. Эх, подскажите, или у вас нет он так? Какие-то хорошие слова. Я своими словами жалко говорить. Там хорошо сказано, как в стихах по-настоящему. Зажглись на горе все фонтаны. Фонтаны я уже сказала. Взрывается небо. Эффект фейерверка. Это уже стихотворение. Эффект фейерверка. Цветными огнями стреляет салют. Я слово «стреляет» нарочно. Чтобы знать, это не фейерверк. Это не фейерверк. Это стрельба, это война, которая вот теперь так красиво показана. И когда я этот салют слушаю, я плачу всегда. А люди привыкают, будто только красота. Да. И я нарочно слово «стреляет салют». Цветными огнями стреляет салют. Великая дата 20 века. И в веке 30-м ей славу споют. Все, я закончила. Проводите, вот девочка почитает. Чук, ученица 9 класса Выльгородской средней школы номер 1. Я бы хотела прочитать стихотворение, которое самой мне очень пришлось по душе, в котором я увидела очень много тепла, очень много красоты. Называется оно «Шепчет снег». Как? «Шепчет снег». Шепчет снег. «Шепчет снег». Шепчет снег. Да. Вот так и читайте, а то я опять ничего не пойму. 3 раза. Слова отдельно надо читать. Шепчет снег про что-то нежное, людям непонятные слова. Не они ли мне сердце размятежили, не от них ли кругом голова? Шепчет снег, и я шепчу навстречу, милая, в заснеженном краю. Хочешь этот синий-синий вечер, я тебе на память подарю. Рыжих звезд, рассыпанное золото, я тебе дарю, бери, бери, милая, мне хорошо и молодо. Новый год стучит в календаре. Новый год, он чистая страница, нам его заполнить по плечу. Спится звездам, ну а мне не спится. Стих уж снег, а я шепчу, шепчу. Прошу прощения. Вы поняли? Это мужчина пишет. Это не мои стихи. А вы сами-то поняли? Да, конечно. Поняли, да. Вам надо было сначала предупредить. Это не мои стихи, это стихи другого поэта. Это поэма, называется «Лада». Это дуэт между двумя поэтами. Он и она. И там сначала его стихи, потом ответ. Я говорю, твои лучшие строки мне эпиграфов соль. Я в истекшие сроки повторю их, позволь, и отвечу, не сетуй, как могу, без божеств. То есть это я отвечаю ему вот на эти стихи, что я буду брать сейчас эпиграфы, и вся поэма состоит. Я беру из его стихов то, что мне нужно, и дальше отвечаю развернуто на его стихи. Вот такая поэма «Лада». Очень важно.
Эта поэма лежала 40 лет не напечатанная. Я считала, что я его недостойна быть партнером, что я только себя унижу, скажу, ну зачем она это показывает? Ну он хорошие стихи пишет, а она свои-то зачем? Но прошли 40 лет, и я осмелилась. Я прочитала и думаю, да я зря себя принижаю. Да неплохо я написала. Понимаете, я поверила в себя, потому что уже всякие рецензии, целые сборники пишут там про меня. Много чего уже и стихи про меня пишут, про мои стихи. Я поверила в себя и поэму «Лада» через 40 лет опубликовала. Вот кому попадет поэма «Лада», 3 поэмы «Люблю», она туда входит. Она не телепатическая. Вот вы это уже обратите внимание. Его стихи, мои стихи. Сначала вот он мне написал, потом я начала отвечать. Потом его будет только... И в конце скажу финал только. Нет, там послесловие. И финал, и послесловие. Кому не удастся прочитать поэму «Лада», вы уже поняли. Видите, как он шепчет снег про что-то нежное, людям непонятные слова. Он в виде шепота снега свои слова о любви воспринимает. А я вот так отвечаю. Прошло много времени. Разреши, я у тебя возьму какие-то свои слова и потом отвечу. И спрашиваю, он помещаю, отвечаю. Я всю поэму пропускаю, и только финал. Красивый очень. Я прочту и финал, он коротенький. У меня все коротенькое. Я много... Эта поэма-то вся длинная, я ее не читаю. А знакомлю заранее, когда вы будете читать, чтобы вы все правильно поняли. Последняя пара, разговор такой. Его эпиграф. Поэзия – желание неба, и я когда-нибудь взлечу. А я всю жизнь следила, с матерью его переписывалась и спрашивала, как только где-нибудь появятся его стихи, пришлите мне, пожалуйста, копию. И она писала мне, он ничего больше не написал, он больше ничего не написал. И прошли годы, матери не стало, и так пропал. Такой какой-то замечательный поэт. Я вот 2 строчки его стихов прочту, они там есть в поэме. Будут туго ветры биться в паруса, будут тупо вьюги выть на полюсах. Вы посмотрите, какие слова, какие стихи. Это он приглашает меня путешествовать, и вот у нас в жизни будет и такое-то, и такое-то. Я один раз иду, прошло уже сколько-то десятилетий, уже я старая стала, больная. Ремонт делаю, сил никаких нет, я иду, меня прям качает, надо на рынок сходить. И слышу его голос, ты что, пить стала? Я говорю, нет, Славка, нет, это я устала очень. Вот что такое телепатия, вдобавок к тому, что я уже говорила. Появился. Спустя столько лет я его в телепатии увидела. И ответила ему. А тогда поэма была уже написана, и были уже такие последние строчки. Я вот его не спросила, а ты что, стихи-то перестал писать? Не спросила. Так я его потеряла как поэта. И вообще потеряла. У нас связи никакой не было. А конец такой в поэме будет. Он говорит, поэзия – желание неба, и я когда-нибудь взлечу. Он верил, что он талант, и он будет большой поэт. И я так уверена была. А я отвечаю, когда взлетишь, орел мне близкий, и я, услышав шелест крыл, возвышусь белым обелиском над нашей памятью могил. Ты повинись, склонившись низко, у нашей памяти могил. И дальше эпилог. Эпилог. Так все не взлетел? Твое, где небо? Нет, его. Все не взлетело, его, где небо? Не помню следующую строчку. Я ласточка, мне нега небо.
Орел шагает по земле, он же был орел, он должен был взлететь выше меня. А я вот летаю, пусть не так высоко, а он нет. И потом мать мне в последних письмах написала, больше он стихов не писал. Я, говорит, его спросила, ты что, простой, он все ждет, когда ты... А он и говорит, я больше не пишу стихов. Слова и музыка Василия Марсова. Откуда он это знает? Это он пажгинский наш. Он-то сам с Куломского района, а он всю жизнь жил в Пажге. А сколько лет ему? Его, к сожалению, уже нет, но есть его прекрасные тут творения, дочери, Дочка есть? сестры Марсовы Да. поют. Это называется дуэт «Исток». Мне послушали. Прошу прощения. Парасковья Ивановна. Женщине важно, конечно, полковник. Тут написано по. Давайте. По. Парасковья Ивановна своя Да, музыка, да, она да, свое да. видение. Но вот когда читаешь ее стихи, Продолжение. то ли про снег, Да, то ли, да. то ли про дождь. И вот эта музыка полностью тоже не своя пишите, музыка. вот. Вот послушайте. Да. Какие разные дожди. Пишу о них, не повторяясь. Во все, что будут впереди, заранее уже влюбляюсь. Это ведь тоже музыка, дождь, да? Сильный дождь, четырехголосый хор, общий шум в воздухе, плеск от соприкосновений с землей, удары о что-то твердое и еще течение из труб. Скорее, это не хор, а оркестр. Скрипки соответствуют шуму в воздухе, ровное, устойчивое звучание, бегущий плеск по земле. Это духовые, деревянные. Удары – барабаны, а течение из труб – валторна. А вот и арф, щипки, закапало, так как ливень превратился. Вот это музыка. Так ведь? Тут-то Ой, спасибо. Спасибо. В Нюкчиме. вообще написали, сейчас жена будет это гадать, кто Не это. будет, не будет. Не Она вон знаю. сидит, она Еще вон рядом было. сидит, все Пусть видит. Она считает, видит. Еще пусть почитай. считает, Тоже видит. надо. Господи, Боже. А 91 там год. выбирайте любую, все красивые. Участников войны сейчас. Мы после 10 класса пошли. Всем за 90 уже. Так что это такой взгляд, он неинтересный. Как это сказать? Контингент. Почитайте или сама? Нюкчимский дождик особенный, шифер сурдинкой глушит, звук крыш железных, и обе мы, сватьи, спешим от души, выставить рамы оконные, створки раскрыть, слушать дождь. Песнь природы спокойно мы, жарко, и дождика ждешь. Дождик ждешь. Жарко ведь, и дождика ждешь, конечно. Такое бытовое, я подскажу, понравилось, читаю.
Да. Такое простенькое. Клавдия Ивановна, и вот здесь, Прасковья Ивановна, в сборнике, да, «Природа божественная», в этом сборнике, да, у вас есть цикл «Мои дожди», да? Да. Цикл такой, да? И вот мне понравилось вот такое стихотворение. «Капли» называется. «Сам дождь давно уже утих, а капли долго-долго бьются. В них свежий слышится мотив. Так все дожди мои поются, душа ликует и летит. Слова тоскуют, рвутся, льются». Да? И слова льются, как дождь. Да. Хорошо, Спасибо. конечно, удачно. Я хочу о дождях сказать. Вот я для библиотеки подобрала, там в том числе здесь будет целый сборник одного поэта Корнилова Виктора Ивановича, который назвал этот сборник «Чистолевская симфония дождя». Он написал рецензию в этом сборнике из 4 частей. 4 сборника читал и 4 части сделал. Моя подруга послала ему для проверки своего мнения. Она восхищается, и она мне ничего не сказала. Послала одному поэту, и он ей в ответ прислал. А потом мы этот сборник, вот у меня, я дарю библиотеке Корнилова. Причем, а судьи кто? Ведь мало ли кто восхитится. А кто-то не оценит, или не поймет, и вообще не понравится. Многое зависит от каков судья. И вот, чтобы доказать, каков он судья, я прикладываю 2 его сборника для библиотеки, чтобы вы увидели. Он целый сборник венков сонетов написал. Эти венки сонетов – это такой жанр, который не все могут написать. И я всех профессиональных поэтов спрашиваю: вы венки сонетов пишете? Он говорит: ну, когда учились в институте, нас заставляли, экзамен не примут, если не напишешь. А так нет, не пишу. И почти никто не пишет. А у него 20 венков сонетов. И вот я вам первый сборник его из венков сонетов и приложила. Это поэт, который пишет венки сонетов, 20 штук написал. А я в ответ написала про него стихи, которые будут где. В этом же 5 сборнике мои стихи о нем, которые заканчиваются. Я жду от Гиннесса ответа. Кто рекордсмен в венках сонетов? Вы знаете, что существует премия имени этого Гиннесса, которые дают тем, кто совершил мировые рекорды какие-то. И если я в этом же стихотворении в конце пишу, может быть, больше него никто и не написал, вот этот человек и написал «Симфония дождя», которое же стихотворение о дожде прозвучало. 3-4 стихотворения уже читали, а читали не очень много. Дожди побеждают. Я никогда не верила, что дожди могут так привлекать читателей. И когда я их писала, мне все говорят: слушай, издай отдельно, у тебя самые хорошие стихи о дождях. Издай отдельно. Да не будут читать только про осадки. Что вы, неужели будут люди читать? Читают. Я эти сборники уже давно делаю, размножаю, они расходятся, и ими восхищаются. И сейчас читают про дожди, и здесь читают. Людям несут радость и, конечно, пробуждение. Это весна. А сегодня еще, между прочим, Международный день счастья. И, Что вы? да, и Первый мы вам раз слышу. желаем тоже счастья, большого здоровья. Вы же еще один праздник придумали. И чтобы у вас всегда был грибной дождик, Работать солнечный. некогда. Столько праздников, вы что придумаете? Ну, правда, выходные-то пусть не делают. Ну, он международный, так что вот. Знаете,